вам скажу просто как крымский татарин, как обычный обыватель. Крымские татары в последнее время чувствуют, ну, не то чтобы настороженность, но вот какую-то вот скованность. Потому что мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что будет сегодня. Но власть, которая сейчас в Крыму, делает такие действия, которые, ну, мы немного со страхом на это смотрим. Кырым ярымутрауының Русияга кушылуыннан ярты елдан артык вакыт узды. Украина һәм Көнбатыш илләре моны аннексия дип атаса, Мәскәү кире кайтару дип игълан итте. Шушы сәяси үзгәрешләр ярымутрау халкына, айрым алганда Кырым татарларының тормышына ничек тәэсир итте? Алар моны ничек кабул итә? Киләчәккә нинди фаразлар һәм өметләр багылыйлар? Шушы сорауларга җавап табыр өчен без Кырымга килдек һәм җирле халык белән очраштык. Соңгы ярты елда Кырым татарлар тормышында төп үзгәреш ул аларга басым, тентү, кеше урлау очраклары артуы. Бу хакта тәфсилләбрәк белешер өчен без Искәндәр Бариев белән очраштык. Ул Кырым татар милли мәҗлесе әгъзасы, җәмәгать эшлеклесе. Бариев Кырым татарларга барган басымны якыннан күзәткән һәм хәтта үзендә дә тойган. Кырым Россиягә кушылганнан соң Кырым татар халкы тормышында нинди үзгәрешләр булды? Не, ну здесь о лучшей стороне говорить нельзя, потому что, скажем, люди пребывают в некой неопределенности. Люди не знают, что будет завтра, люди не уверены в завтрашнем дне. Кроме того, люди, особенно это касается подростков, когда растут дети, изменения в школе, изменения, скажем, когда, ну представьте, 23 года люди жили в независимой Украине, изучали украинский язык, изучали историю. Да, у крымских татар была борьба с тем, чтобы все-таки легализовали меджлис, курултай, для того, чтобы развивались и увеличилось количество школ с крымско-татарским языком обучения, скажем, чтобы были какие-то гарантии на права, на обеспечение прав крымских татар. А сейчас это произошло, ну, как бы как снег на голову упал, и поэтому люди в первую очередь находятся в полной неопределенности. Бариев сүзләренчә, Кырым татарларга басым 14 сентябрьдә узган Кырым дәүләт советы сайлауларыннан соң тагын да ныграк активлашкан. На самом деле Государственный совет у нас представляла распущенный Верховный совет Крыма, Автономной Республики Крым, который был распущен Верховной Радой Украины. По большому счету он был нелегитимный. А формально прошли выборы, формально стал легитимным Государственный совет, и поэтому следовало ожидать, что ситуация будет ухудшаться. И мы видим, сразу после 14 сентября начались обыски, скажем, обыски от частных домов и квартир, заканчивая обысками и консервацией зданий административных, которые, ну, скажем, это и мечети, это и национальные школы, это и медресе, это и здания фонда Крым, практически которым пользовался меджлис крымско-татарского народа. Кырым татарларга басым артуы кире реакция барлыкка китерә. Халык хукукларын кайгырта башлый, яшьләр милләт турында уйлана. Хәтта гади эшчеләр дә силовикларның репрессив ысулларына төшенә. Айдар Асанов мәҗлес әгъзасы да активист та түгел, ул гади шофер, ләкин тентүләр турында яхшы хәбәрдар. Без аның белән Бакча сарайга барганда таныштык. У нас в последнее время участились обыски в домах. Причем эти обыски зачастую проводятся без санкций суда, без решения суда. Приходят люди в закамуфлированной форме, представляется там бог не весть, как это в лучшем случае, обычно они просто молчат с суровыми лицами. Представляется там то самооборона, то еще кем-то. То есть без санкций суда, без решения входят в дома с оружием, понятное дело, и начинают что-то искать. Говорят, что ищут какую-то запрещенную литературу. Иңелек басым диндарларга төшә. Тентүләр барышында силовиклар дини әдәбият туплыйлар.
Күпчелек Русиядә тыелган Хизбут Тәхрир оешмасына кагылышлы булган китапларны һәм газеталарны. В основном это касается там неких газет. Я слышал, что это газета «Возрождение». Ее приписывают там какой-то политической партии Хизбут Тахрир. Знаете, эти газеты в разное время раздавали. Их раздавали на перекрестках, как рекламный проспект. Их раздавали на выходах из мечети. Ну, собственно, люди и брали. Например, если мне в руки такая газета попадалась, я ее прочел, ну, я люблю читать, я ее не мог выкинуть там в какое-то грязное место, я не имел права ее сжечь, я не имел права там использовать ее там в туалете или в быту, по одной простой причине, потому что там написаны суры из Корана, там написано Всевышний, там Аллах был написан, поэтому я к этой газете не мог относиться так, как просто какой-то бумаги, которая может терпеть все. Кроме того, мы сейчас видим те процессы, когда идет давление, психологическое давление. И когда в первую очередь это проводится по отношению к людям религиозным и к активистам, светским активистам, в частности к членам Меджлиса крымско-татарского народа, к социально активным людям. И поэтому я думаю, таким образом не будет разрешен вопрос, а наоборот ситуация будет усугубляться. Поэтому, когда домой к тебе приходят вооруженные люди, у которых у многих нет отличительных знаков или есть какие-то шевроны нашитые, но мы не знаем, что это за название, все-таки у нас нет доступа там к реестру зарегистрированных там юридических лиц или военизированных организаций в России. Поэтому мы не знаем, кто эти люди. Зачастую без удостоверений, просто с угрюмыми лицами, то когда заходят в дом такие люди, то страшно становится на самом деле. Асанов сөйләгәнчә, бу тентүләрдән кайчак мәзәкләр дә чыга. Доходит до комичных случаев. Показывали по телевизору женщину, у которой проводились обыски. Якобы ей вменили вину так на словах, что она дома держит гривны. Там показали 2 гривны. Что вы их дома держите? Ну слушайте, в таком случае давно уже пора арестовать пункты обмена валюты за то, что они держат гривну. Искәндәр Бариев басымны үзендә дә тойган. Сентябрьдә аның йортына да тентү белән килгәннәр. Но мне представили постановление, и согласно этого постановления, это в связи со следственными процессами, которые проходят по 3 мая 2014 года, это когда Мустафу Джемилева не пустили, и, скажем, активные люди, крымские татары, ездили встречать его, и кроме того, там были акции, когда люди начали перекрывать дороги, но каким образом перекрывали? По пешеходным переходам шли. Бариев үзе исә аның өендә узган тентүләрне сәяси позициясе белән бәйли. Что касается меня, у меня изначально в Меджлисе была четкая и жесткая позиция о том, что мы не должны идти или, скажем, способствовать легитимизации той власти, которая нелегитимна. Бүген 16 сентябрь без Кырымга, Симферополь шәһәренә Акмәчеткә килдек. Ләкин килгәннән соң берничә сәгатьтән соң безгә хәбәр иттеләр, мәҗлис бинасында тентүләр узуы турында. Хәзер без шунда барабыз. Без килгәндә бина бикле иде. Ишекләр янында автоматлы кешеләр тора. Юлның каршы ягында журналистлар һәм битараф булмаган Кырым татар активистлары җыелган. С чем связываете вот эти обыски? С теми изменениями, которые прошли в марте месяце. С так называемой Крымской весной, когда Меджлис крымско-татарского народа призвал всех жителей Крыма не участвовать в так званом референдуме. И 2 дня назад прошли так званые выборы в парламент Крыма. Әзрәк вакыт үткәч бинадан силовиклар чыкты һәм күпләгән тартмаларны машинага төяп китеп барды.
Кырым фонды жетекчиси Реза Шевкиев тентүү вакытында иште булушулардан. В здании было их человек 15-20, а снаружи вы сами видели сколько. Проводили они обыск очень тщательно. Начали со второго этажа, потом поднялись и наверх у нас, где библиотека, книги находятся. И затем спустились вниз и провели еще обыски в редакции газеты «Авдет» и благотворительной организации «Фонд Крым». Хочу сразу заметить, обратить внимание, что в постановлении, которое они мне зачитали, не было ни исходящего номера, не было ни печати, ни фирменных знаков. Шевкиев сүзләренчә, рәсми рәвештә әлеге тентүү шул ук 3 май вакыйгалары белән бәйле. В постановлении было сказано, что они прибыли произвести обыск в Меджлисе крымско-татарского народа, расположенном по адресу Шмидта 2, в поисках фактов, связанных или информации, связанных с событиями 3 мая, когда наш народ встречал своего лидера Мустафу Джемилева. Тентүү ясарга килгән силовиклар үзләре үк алып килгән документка каршы эшлиләр, ди Шевкиев. Там в этом постановлении было написано «Меджлис крымско-татарского народа». Однако они в нарушении своего же постановления начали обыски в редакции газеты «Авдет» и благотворительной организации «Фонд Крым». Эти организации не были указаны в данном постановлении, что является нарушением законов, которые они представляют. Тентүү барышында хукук саклаучылар күп санлы документларны һәм оргтехниканы кулга алганнар. Бу мәҗлеснең эшчәнлеген туктату өчен дә булырга мөмкин, ди фонд җитәкчесе. В процессе обыска они изымали различную литературу, нашли несколько религиозных книжечек. Затем они изъяли 6 процессоров полностью в комплекте, изъяли жесткие диски с компьютеров. То есть полностью Меджлис оставили без возможности работать работать в информационном поле. Кырым-татар халкы лидерларының берсе Мустафа Джәмилевнең бүлмәсе дә бу бинада. Анда силовиклар аеручанлык эзләнгәннәр, хәтта аның сейфын ватып ашканнар. Достали оттуда его личные вещи, забрали из его сейфа 3650 евро и 200 долларов. Кроме этого, 3 золотые монетки. Шевкиев сүзләренчә, бу вакыйга мәҗлес тарихында гадәттән тыш күренеш. Такого беспредела я при Советском Союзе был достаточно взрослый человек и знал ихние работы, ихние действия КГБ. Но такого не было, чтобы так прийти на представительный орган крымско-татарского народа, публично, не имея юридических обоснований, произвести обыск с изъятием. Это беспрецедентный факт. Это страшное дело.